сам этот проект был у нас впервые. Соответственно, оно шла, так скажем, как пилотный проект, чтобы проверить, целесообразно ли это, и мы не войдем ли в затрату, допустим, лишних средств, то есть нецелевое использование бюджетных средств. Мы использовали там простую дорожную краску, которая держится от 3 до 4 месяцев. Это при условии того, что весной, допустим, вот эти дорожные краски они используют везде, у нас в городе, да, Бишкек Асфальт Сервис. Получается, они двухкомпонентные идут, трехкомпонентные, и они рассчитаны, допустим, если весной их обновили, то перед зимой тоже обновляют. Это вот в такую теплую погоду. Мы ее наносили, получается, в месяце ноябрь-октябрь же, именно по советской. А по южной магистрали мы наносили в августе месяце. Соответственно, с августа месяца уже считайте, сколько прошло времени. То есть эта краска, она, в принципе, сама уничтожилась. Из-за погодных условий, из-за зимы, из-за холода. Обратно же объясняю, почему мы так сделали, почему мы сразу так прям не навсегда. То есть это вот термопластик не использовали, да, потому что 3 вида краски есть. Холодный пластик. Вот то, что мы видим, постоянно вот эти пешеходные переходы наши, они, допустим, они холодным пластиком, потому и они вечные. Они много очень стоят и держатся. Вот. А здесь мы используем дорожную краску, чтобы посмотреть, какой эффект от этого пилотного проекта будет. Сейчас, получается, институт КГТУ Политех имени Розатова, там наши педагоги, профессора, академики, получается, делают анализ. И сегодня как раз, по-моему, будет круглый стол 2 часа 00 в Политехе. И там в повестке дня будет обсуждаться вопрос, то есть анализ и мониторинг. Улучшилась ли ситуация движения общественного транспорта по выделенной полосе, то есть с внедрением выделенной полосы, или же нет? Стоит ли ее дальше реализовывать или не стоит?